Два закона издревле были в этих горах. Гость неприкосновенен в твоем доме. Кровь убитого смывается только кровью убийцы. Адаты ингушей. Сайти, сын Зоули. Амур, я благодарю тебя за то, что ты нашел время встретиться с нами, уделить нам время. Для нас это очень важная встреча. Спасибо, Эсма. С твоего позволения расскажу, как вообще заочно сначала познакомилась с твоей работой, а потом с тобой. Угу. Мне попался твой фильм. У меня есть своя группа, помимо Ютуба, в Инстаграме, тоже «Крылья нации» называется. И там очень много кавказцев, участники ее. Среди них были ингуши, они мне прислали ссылку. Сначала посмотрела отрывок, мне стало интересно, я нашла в интернете. Ты знаешь, это, наверное, я впервые испытала такие чувства, и не только я, только что перед эфиром нам рассказывал один из зрителей, какие эмоции он испытал. Конечно, это все передать невозможно. У меня начало биться сердце, скорее всего, в том ритме, в котором ты решил задать. Было что-то настоящее, что-то искреннее и, что самое важное, что-то кавказское. Сегодня, как известно, в кинематографе это редкость, как ни странно, потому что больше возможностей технологических появляется. Даже очень сложно снять русским русское кино. Кавказцам, это один из первых фильмов после советского периода, которые меня так зацепили. Это круто, потому что хорошее сравнение с советскими фильмами. Да. На современный манер понятно. И я понимаю, что у тебя, сама обладая определенным опытом, я знаю, что существуют слезы, невидимые миру. Те сложности, с которыми мы сталкиваемся, это все остается за кадрами, это знаем только мы, профессионалы. Но самое важное в том, что, мне кажется, по крайней мере из моего опроса, кавказцы разных национальностей, которым посчастливилось посмотреть твой фильм, они видели себя. Я начала потом искать о тебе информацию, узнала, что ты вообще музыкант. Да. Я очень удивилась. В том числе музыкант. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Я знаю, что ты ингуш по национальности и живешь в Москве. Расскажи, где ты родился, где вырос, где учился? В Чечено-Ингушской ССР. Я родился тогда в Чечено-Ингушетии. В 14 лет закончил школу. Поступил в театральный институт имени Щукина. 18 лет закончил институт. И после года работы в театре штатным актером я понял, что актерство это немножко не моя история. Хотел быть сам себе режиссером, но тогда, видимо, я не созрел еще для режиссуры. И организовал группу музыкальную, которая называлась ЛКН, «Лицо кавказской национальности». Лет 16 мы играли. Там по всей стране, по миру, начиная от Венесуэлы, заканчивая Дальним Востоком.
Вот, и записали 11 альбомов. В то время, когда мы создавали эту группу в начале 2000-х, вообще быть кавказцем было очень немодно. Это сейчас, понимаешь, уже у нас появились какие-то прерогативы. Вот, а тогда за характерную внешность можно было и загреметь куда-нибудь. Вот. И поэтому как бы мы начали с такого, мы были молоды, и мы начали с такого рок-н-ролла, как вызов обществу. Давай назовем группу «Лицо кавказской национальности». И «Лицо кавказской национальности» с первых новостей, строчек, что это там связано с каким-то криминалом или негативом, мы постараемся, чтобы «Лицо кавказской национальности» ассоциировалось с музыкой, с правильной, грамотной музыкой. И когда первую свою песню, которую мы услышали по русскому радио, в то время, в 2001 году, в русское радио, прямой эфир, а сейчас группа «Лицо кавказской национальности», вот, это победа. Вот. И вот так вот много лет мы играли с одним из лучших музыкантов в России. Это Игорь Джавадзаде, который работал с Земфирой, с Натилусом, со студио. Дима Четвергов, знаменитый гитарист. В общем, собрали такой интересный состав живой, и большие концерты были стадионные, и в Кремле, и на MTV, и на Муз-ТВ, и везде под этим названием. Получается, ты музыкальную площадку покорил? Нет, ну я не знаю, покорял или нет. Тогда некоторые считают, что рок-н-ролл — это там определенная гамма, которая играется на гитаре, а рок-н-ролл — это всегда вызов обществу, это некий социальный такой протест, и мы в этом, конечно, мне кажется, отличились на то время. Уже потом началось, что я говорю, что кавказские песни, они начали везде, а раньше это было вообще нонсенс, когда мы выходили, да, на альбомах, на сборниках каких-то, когда мы на федеральном радио появились, на федеральных музыкальных каналах, это было. Как должен, Беркат Махадл, вот ты так должен, будешь садвалда, Поработав в музыке, музыкантов, уже какое-то время ты понимаешь, что ты приходишь к тому моменту, когда ты себе сам уже начинаешь самому себе становиться памятником, и ты понимаешь, что что-то нужно менять. И я распустил всю команду. Тяжело было это сделать? Ну, конечно, да, это было тяжело сделать, потому что я не знал, чем мне заниматься, потому что ты много лет занимаешься одним, и ты уже налажено, да, ты создал уже себе имя, у тебя есть какой-то опыт, ты знаешь, как делать музыку, как, на какой студии, как что записывать. В какой-то момент просто я понял, что, во-первых, возраст уже как бы не очень. Я извиняюсь, но некоторых уже бальзамировать пора, и все не выгонишь со сцены. Ну, мы же кавказцы, мы же не можем себе такое позволить. Вот. И поэтому я понял, что нужно что-то менять. Полностью оборвал все контакты, связанные с музыкой. Вот. Уехал жить в Индию и год прожил там. Общался с разными людьми, искал какие-то направления для себя, чем мне заняться. Вернулся через год и поступил в ВГИК на кинорежиссуру и кинодраматургию, как второе высшее образование. И в ВГИКе написал вот этот сценарий, буквально сидя там в буфете. Педагоги, мастера говорили, что нужно придумывать это, нужно придумывать то. Я говорю, я хочу какую-то кавказскую историю снять, вот мне интересно вот это. Ну давай, и что ты там придумаешь, посмотрим. И вот, и они прочитали мой сценарий, мастера со сценарного факультета по кинодраматургии. И сразу говорят, Амур, это надо снимать, но правда, я не знаю, где ты найдешь на это деньги. Ну, денег, естественно, не было, потому что все деньги, которые у меня были, я отдал за учебу. Тогда, кстати, высшее образование творческих вузов было бесплатно. Сейчас поздравляю тебя со следующего года, оно будет бесплатно. Но мы уже свое... Да, если кто хочет. Ясно. Вот, и наш мастер, который вел у нас лекции, один из мастеров, Михаил Леонидович Агарнович, знаменитый советский кинооператор, который с Абуладзе еще снимался, швейцар. На одной из лекций он говорит, ну что, говорит, кто из вас готов кино снимать? А нас там человек 30 на курсе. Я говорю, я готов. Он говорит, а у тебя сценарий есть? Я говорю, он у меня уже распечатан. Вот. Он взял сценарий, говорит, ну, за твою оперативность я, говорит, тебе дам своего самого лучшего ученика, который у меня есть. Вот, и мы познакомились в ВГИКе с Сашей Родиным, с Александром. С Александром. Да, он ученик Агарновича.
И он ко мне пришел, мы так, молодой парень, моложе, конечно, чем я, но я вижу, что глаз у него горит, ему интересно. Он говорит, слушай, я, говорит, прочел сценарий, я хочу это кино снимать. И вот так мы начали, абсолютно не имея никаких возможностей. Если вкратце путь к кино, как бы он такой. Я заметила дважды, как у тебя заговорила ингушская кровь. Это первый раз, когда ты дал название группе, не в самый благоприятный момент, скажем так. В 2000 году это было, когда вообще это было неблагоприятно, вообще ни с какой степени, вообще никак. Да. Закончилась Первая Чеченская война только, и это было... А что это было? Почему ты принципиально пошел ва-банк? Я подумал о том, что нужно отстаивать свое, и я вырос в интеллигентной семье, среди интеллигентных людей, и среди образованных людей. Я понимал, что тот образ кавказцев, который рисуется сейчас в прессе, тогда это было очень, не знаю, помнишь ты или нет, ты моложе, но... И тогда это прямо муссировалось, и муссировалось очень сильно. И как мы это просто придумали прямо перед выходом. Был первый наш концерт, где-то на Баррикадной, по-моему, в каком-то клубе мы выступали. И прямо на месте это было придумано. Нам ведущий сказал, ребята, а что, как вас объявлять? Я был со мной, еще один парень, солист. Я говорю, лицо кавказской национальности. Он говорит, да, ты... Ну, на мой взгляд, это мужественный поступок. А второе, это когда первая твоя работа, она ингушская. То есть, да, понятно, кавказская тематика, чтобы каждый в Кавказе себя видел, но тебя потянуло домой. Ты знаешь, я считаю, что между нами, ну, те, кто вырос на этой земле, да, что по одну сторону хребта, что по другую, между нами намного больше общего, чем разъединяющего, на самом деле. Нам частенько подкидывают то, что нас разъединяет, не мы сами. Мне кажется, откуда-то извне это приходит. Но на самом деле вещей, которые нас соединяют, их намного больше. Это жизненные понятия, понятия ценностей, какие-то моральные принципы, отношения между мужчиной и женщиной, отношения к старшим, между детям и так далее, и так далее. Это какие-то такие вещи, которые нас держат. Поэтому я просто основывался на своем, что во мне внутри как бы заложено. Поэтому я не пытался, и вся моя команда, которая со мной работала. То, кстати, я был там один-единственный ингуш, кроме актеров, 3 актера ингуши. Все остальные были вообще разной национальности люди. Понимаешь, они к Ингушетии никакого отношения вообще не имели, ни к Кавказу вообще никак. Поэтому ничего я не придумал, эта история, история придумана, она собирательная такая история, из того, что я слышал в детстве, где-то там старики там что-то рассказывали. Вот. И главное же, нигде это происходит. Вот почему ко мне пришли люди, и все, 90% людей работало бесплатно, у меня не было денег им платить там. Вот. Пришли, потому что история зацепила, потому что история понятна любому нормальному человеку. Она... Ну, ты не боялся, ты сам знаешь, как это, скажем так, ходьба по острию лезвия. А не боялся ли допустить какую-то ошибку, которую потом зрители кавказские, может быть, старшие, могут, ну, мягко говоря, тебя попрекнуть или не простить? Или ты просчитал все точно много раз? Или ты на ходу, у тебя рушилось все, и ты на ходу хватался и думал, я все равно пойду до конца? Мы с Сашей, когда начали, вдвоем мы начали, у нас вообще никого не было. А что начали? Что мы взяли сценарий и начали работать. Нашли какие-то там копейки, деньги, чтобы поехать в Ингушетию, посмотреть локации, отснять. В смысле, на простой фотоаппарат пока еще, чтобы понимать, что нам надо делать. То есть у меня не было вообще никаких возможностей для этой реализации. Потому что мне мастера в Авгике сказали, что ты понимаешь, что кони, пушки, вся эта история, такого в Авгике не снимают. Таких дипломов в Авгике обычно делают одну комнатку там. Да. Потому что это студенческое кино дипломное, понятно, что там нету никаких бюджетов. Ты уверен, что у тебя деньги есть? Мне сказал один. Я говорю, есть, но у меня их не было, конечно. На всякий случай. Вот, и вчера я с Тимуром Стани ездил, смотрел локации с вашим знаменитым человеком, с одним. И мне вспомнилось про себя, потому что я тоже, когда в Ингушетию приезжаю, мне тоже каждый таксист узнает, знаешь, потому что группа известная, и таксист, и в кафе, везде, Амур, привет, я тоже с ним иду, тоже себя вспоминаю. Для меня была вот эта ответственность, потому что я уже что-то... Репутация. Да, я что-то сделал в музыке, и, конечно, если бы я сейчас бы пролетел бы, это бы больше всего меня это беспокоило. Не то, что там кто-то что-то скажет, своя собственная репутация, которую я ставлю на кон. У меня, в принципе, кроме нее и ставить больше нечего было. У меня ощущение, как будто я перед зеркалом своим да? сижу уже минут 10. Ты намного симпатичнее. Маркал.
Хорошо. И дальше расскажи, пожалуйста, когда вы с Александром проработали дальше, ты знаешь, что у тебя в принципе нету, как у других, каких-то определенных возможностей связи относительно, да? Это, Не, я был у всех. В бытность музыки я знал всех наших Ага. состоятельных людей. И что ты делал дальше? Я к каждому пошел сначала. Мгм. Я пошел к каждому и рассказал им, вот так кино, А давайте. зачем им принимать участие в ингушском фильме? Ну, Как ты аргументировал? Как ты пытался их зарядить? я им хотел сказать, что у нас нету своего кино. Я им Вот чисто по-человечески. Да, я пытался сказать, что вы хотите вписать свое имя в историю, давайте сделаем кино. Они на меня, конечно, смотрели как на немножко не в себе человека. Но представь, я занимаюсь всю жизнь музыкой, они знают мои песни, грубо говоря, уже 20 лет назад это было все, на протяжении 20 лет. И тут прихожу я, который писал музыку, говорю, я режиссер, я кино хочу снимать. Естественно, я понимаю, почему они к этому отнеслись. И мы работали на протяжении 1,5 года. Мы ездили домой, я встречался в правительстве, там и с этими, и с другими, убеждал, В разговаривал. Ингушетии? В Ингушетии, да. Но отклика там не нашел. То есть сложно было преодолеть вот это, да? Его, честно говоря, это какое-то по велению Всевышнего, то, что произошло. Это чудо, что это кино случилось, потому что оно никак не должно произойти. Во-первых, когда мы туда приехали, начали снимать, там начались эти митинги, все эти волнения. Там вообще не до нашего кино было. А у нас в горах больше, около 100 человек, ты можешь себе А представить. я скажу зрителям, перенести это в последний момент практически невозможно. Ну, конечно, Уже да, группа когда- огромная. Когда уже собрана. группа, уже каждый выделил свое время, специально у тебя расписано твое КПП, естественно. Ну, и нашелся один человек, который абсолютно случайно, я нашел его через каких-то там знакомых, родственников. Это Муса Келегов, наш один известный человек, афганец бывший, меценат. Вот, я к нему пришел. Это была моя, не то что последняя надежда, я понимал, что после, уже я всех уже сделал такой большой круг уже и пришел к нему. Я говорю, вот так, хочу кино снимать. Он говорит, что за кино? Я говорю, про Абрека. Но мне некоторые говорят, что про Абреков снимать нельзя, это немножко не политкорректно, что это неправильно, здесь как бы такие вещи. Он говорит, а что не политкорректно, что там такого? Я говорю, да все там нормально. Я говорю, прошла в кафедре в ГИКа, получили высшую оценку сценарий. Вот я хочу уточнить один момент Да. тоже для зрителей. Ты на самом деле снял это невероятно корректно. Ну, я так не умею. Ну ты журналист, наверное, тебе надо мочить. Особенно в крыльях нации. Ну. Я пытаюсь как-то какую-то форму преподнести наилучшим образом, но получается что-то вроде пощечин, там потом думаю, ну почему так грубо? Ну ты представляешь, если я Меня назвал- это подкупило. Если я назвал группу лицо кавказской национальности, я сам, когда моложе был, всем направо-налево эти пощечины раздавал. Ага. И когда-то мы выходили на День города Москвы, огромная толпа стоит, и тут говорит, а сейчас выступает группа лицо кавказской национальности. В тебя начинают бутылки лететь, понимаешь, из То толпы. есть ты научился доносить правду наилучшим толерантным способом. Эмоция человека, она не имеет национальности. Ты должен достучаться до эмоций В человека. правильной форме. Да, конечно, в удобно варимой. Ну вот тебя поддержали, я тебя Да, вижу. вот Муса Келегов, он сказал, да вообще никаких разговоров, сколько надо денег. Я с замиранием сердца сказал самое малое, что мне могло спасти, да, и он говорит, вообще без разговора, говорит, этот вопрос мы закроем. И вот так он помог. Да, ему спасибо. Да, он сделал большое дело на самом деле. Были сложности во время съемок, когда ты думал, что все идет тар-тарарым? Абсолютно, постоянно, каждый день были сложности во время съемок. Во-первых, нас полностью проигнорировало в то время правительство, которое было в Ингушетии, включая Министерство культуры. Ни скорой, ни милиции, ни какого-то... И после этого опыта ты едешь в Абхазию, да? Ну, у меня уже опыт есть, как бы. Но самое классное, что когда до того, как я встретился с Мусой, мы выезжали в Ингушетию, мы там строили декорации, еще что-то Да. делали. И нам удалось через соцсети раскрутить эту историю, что мы снимаем ингушское кино, и надо отдать должное ингушам. В последнее время мне казалось, что что-то начинает исчезать между нами. Но Люди поддержали тебя. абсолютно, Не было так с абхазами. абсолютно. Обычные люди сделали столько, сколько ты вообще, наверное, не ожидал. Дети да? разбивали свои копилки и присылали как по это 300, по 400 рублей, понимаешь, нам на карту, чтобы мы могли хотя бы бензин залить, доехать. Доски отдавали Ну, это бесплатно. бесценно, конечно. Лошадей пригнали. Это на самом деле действительно народное кино получилось. И каждый внес туда лепту. Кто чем мог. Кто нам гостиницу дал, кто нам еду привозил, понимаешь? Это было такое действительно
такое ощущение объединения такого. Да, это придает силы. Да, конечно. И в этом смысле все остальное было уже неважно. Меняющаяся погода за 5 минут, ты снимаешь сухую погоду, вдруг выходишь утром, у тебя снег. Вот сколько подготовительный период был по времени? Около 1,5 года. Ну, включая, 1,5 года да, подготовительный. я искал возможности, я искал У тебя деньги. терпение. И где-то месяца 4 мы строили в горах. Это к этому 1,5 года? Да. Или входит в эти 1,5 Да, года? да. Ну, А где-то месяц и съемки? 8. Съемки у нас было 10 смен. 10 смен. 10 Да, смен. чем быстрее, тем это... Мы настолько с Сашей и с нашим художником, постановщиком, который у нас и на этой картине будет работать сейчас на полный метр, Да. мы настолько скрупулезно все проработали в советском стиле, знаешь, когда садится творческая группа, художник, оператор, режиссер, и они каждый шаг разрабатывают, вырисовывают каждую мизансцену, раскадровку. Сейчас это по-разному работает, но, насколько я знаю, молодые режиссеры, я уже не молодой, наверное, они вообще приходят на площадку, они не рисуют никаких раскадровок. Ну, чем там, сейчас накинем, сюда поставим. Расхлябанность. Да. А как говорил один из преподавателей, тоже на повышении квалификации в ГИКе была, он говорит, и поэтому все не настоящее, и стучит картонное, по стене стучит, и никто не верит вам. Да, это правильный подход. А сколько ты монтировал? Да месяц, по-моему, Так где-то. быстро? Мы месяц сели, мы знали, что мы хотим, у нас заранее были написаны раскадровки. Вообще очень много материала не вошло. И наш режиссер по монтажу Ярослав Якин, тоже очень интересный, талантливый парень, который увидел тоже по-своему от монтажа. Ты сама понимаешь, очень многое зависит. Выстроил тоже такой драматургию, где мы с Сашей некоторые вещи вообще не ожидали, вдруг вырисовались, они сами появились. Но много было физической работы. Мы втроем поехали, я, оператор и художник, мы поехали, мы таскали камни, выкапывали дёры, накладывали, подготавливали площадку, приносили эти плетенки, стесывали скалы, чтобы проложить рельсы для камеры. Короче, там была колоссальная физическая работа. Хотелось бы посмотреть полный метр. Ну, дай Бог, иншаллах, конечно. Да, полный Всевышний. метр. Вот этого фильма? Да, или Зачем? наподобие такого. Не знаю, вот знаешь, было... Это, наверное, здорово, когда фильм заканчивается, и тебе его не хватает. Конечно, конечно. Про Сайти, про этого паренька больше мне лично сказать нечего. Может, не про него, а вот какой-то такой В кавказский. таком стиле, да, почему нет? Опыт есть. А вот когда ты зрителям должен был понести, когда первый должен был У нас быть ранее показ. первый показ был. Да. Не, в Кто Авгике, там в был? Авгике был Ну, в показ. Авгике хорошо, там твои однокурсники. Нет, ты знаешь, в Авгике очень снобские люди приходят Знаю. посмотреть. Ну, вот. Но я имею в виду, одно дело ответственность в Авгике, это одна ответственность, другое дело, когда ты у себя в народе показываешь, да, и вот можешь рассказать мне, хорошо, расскажи, как было в Молчание Авгике. было где-то минут... Где, на родине? Да, минуты 3-4 была Всё. мертвая тишина. А это победа, кажется. Мертвая тишина. И самое интересное, пока нету нормальных кинотеатров в Ингушетии, есть там 2-3, имеется в виду. Вы организовали Да, но кинотеатр. учитывая звук, который там был, я думал, что это... Я, конечно, нервничал, я знал, что какие-то нюансы. У меня там 5.1 звук, понимаешь, у меня много работы проведено. Цветокоррекцию делала там Бажена Масленникова, знаменитая на Синелабе. Тоже бесплатно абсолютно увидели наш материал. И нам бы не хватило даже денег Молодцы. туда зайти и постучаться, понимаешь, на эту студию. Вот, и благодаря Михаилу Леонидовичу Аграновичу, конечно, он попросил за нас. И, в общем, люди абсолютно разных национальностей помогали. По-честному, Это да, здорово же. нельзя сказать, что там вот только ингуши это делали. Абсолютно разные люди разных национальностей смотрели, понимали, о чем кино. Видели, например, какой-то черновой наш сырой материал, понимали, зачем мы делаем, о чем мы делаем это кино. И Можно случилась я магия. ссылку прикреплю в передаче? Да, конечно, конечно. Хорошо, было молчание потом. Там были старшие? Аплодисменты. Да, старики сидели у нас, только старики, которые снимались у нас, я их позвал. Старики сидели впереди, как это положено. Я позвал людей, которые нам помогали, и владельца частного музея, и еще кого-то, еще кого-то. Вообще, все это кино, это была такая авантюра, на самом деле, которая была авантюра из авантюр. Ну, когда ты для себя понял, что она благополучно завершилась? Да я и сейчас не считаю, что она благополучно Ну, завершилась. понятно, там могло быть лучше, это все понятно. Я же тоже оцениваю, предполагая Когда твои ко мне возможности. подошла одна очень пожилая женщина, я ее не знаю, и обняла меня, у нее на глазах были слезы. Она говорит, то, что ты сегодня сделал типа для меня, для моего сердца, кем я себя почувствовала, кем я себя вспомнила. И это вызвало, конечно, во мне, мы говорили с тобой об этом вчера, помнишь, когда в наградах.
Да, это бесценно. Да, лучше Больше любой никакие награды. Канны и Мгм. Венеция мне не нужно, на самом деле, если будет такое. Для кого мы снимаем кино? Скажи, Конечно. а у нас, к сожалению, сейчас распространено, ну, в наше время, когда через какие-то связи или еще какие-то варианты себе награды или, ну, урывают, можно сказать, а по факту потом зрители не смотрят эти фильмы. То есть этим способом ты можешь, наверное, просто я знаю, о чем говорю, я думаю, ты тоже знаешь. Мгм. Ну вот, этим способом ты самообманом занимаешься, ведь самое важное – это путь сердца зрителя, все, ради чего это было, то есть как по-настоящему зритель воспринимает работу. Хорошо, расскажи про критику. И последнее добавлю, говоря вот о мирских наградах, Мгм. но все-таки приятно тоже, фестиваль, Российско-британский фестиваль СИФА в Сочи был вот очень. сейчас. Вот, да, уже, наверное, когда передача выйдет, он уже покажут. Мы выиграли первое место, как лучший короткометражный фильм среди 20 картин со всего мира. И именно локдаун, и вы там не Да, присутствовали. но мы присутствуем в Абхазии. Я никогда здесь не был, ты понимаешь? И самое интересное, что Абхазия меня потрясла в том смысле, что здесь то, что нам нужно. Понимаешь? Ну, ты помнишь, что здесь все как дома. Да, не, И в Самое- хорошем, и в плохом. я в самом интересном смысле, где бы я ни Что тебе находился, больше я всего думаю, понравилось в Абхазии? ну, пока мне понравились здесь люди, природа и Это самое главное. иншаллах. да, люди мне понравились. Я знаю, что люди везде разные. И у нас, и здесь люди везде разные. Но меня так ведет Всевышний, слава Аллаху, меня так ведет, что он меня сталкивает с правильными людьми. Вот с тобой, например, с Тимуром, еще с кем-то, знаешь, я вот так вот иду как-то, значит, я занимаюсь правильным делом. У меня два вопроса сложились. Расскажи моменты с критикой. Как ты ее воспринимаешь, когда... Болезненно, честно говоря, Мгм. внутри себя. Когда ты знаешь, что человек искренне тебя критикует и по делу, и когда ты знаешь, что он, ну, страсти им движет, ну, допустим, зависть, ревность, еще что-то. В двух случаях как ты и так болезненно? Или эта болезненность между собой тоже отличается? Когда ты 1,5 года готовишь кино, ты знаешь, какого цвета пуговичка у солдата, который даже в кадре не появится. Ты знаешь, какой кантик на солдате, ты знаешь нумерацию полков, стоящих там, дислоцированных. Ты знаешь, с какой стороны задвижка на пушке. Ты знаешь, какое ружье, как оно выглядит, какая папаха, как его носили, как носили газовик. Ты все досконально, конкретно изучаешь. Поэтому вопрос насчет исторической достоверности, любая критика, меня абсолютно не может задеть, потому что я знаю, что там все четко, абсолютно. Фильм вот сейчас был на этот фестиваль сочинский отобран, потому что доктор исторических наук в Академии РАН, который там был отборщиком, потому что абсолютная историческая достоверность по амуниции, по костюмам, по предметам быта и так далее, и так далее. Атмосферу горского жилища конца 19 века. В этом смысле я вообще никак не воспринимаю критику. Значит, это было не так, здесь сабля не такая была, кинжал не так висит. Это все туфта. Вот. Ну, это такой фолк-хистори, кто занимается, они начинают это критиковать. Была какая-то критика, которая больше всего мне запомнилась. Один старик подошел ко мне, подбежал даже, понимаешь, резво, так вот с такой бородой. Вот. У меня один вопрос к тебе, это после показа в Ингушетии. Я говорю, что? Он говорит, а почему мать сделала, ну, не будем перед зрителями, кто не хочет смотреть, почему она так поступила? Я говорю, у нас нет обращения на «вы». Ну да. И я говорю, ты понимаешь? Я говорю, потому что она плохая. Потому что ей эмоции... Нет, она двигают. плохая. Она плохая, и мы должны отойти от этого, что у нас все летающие рыцари в блестящих доспехах. Ты почитаешь Фазиль Искандера, да? Там есть и плохие, и хорошие. Ты читал Фазиль Искандер? Ничего себе, у нас дома была Всемирная библиотека, я с детства читаю его, конечно. А что в этом такого? Надо знать классиков. Молодец. Это нормально. Я много что читаю, стараюсь читать. Но имеется в виду, что люди, которые начинают подниматься выше над легендированием своего народа или образов, они понимают, что в этом народе бывают и предатели, и плохие люди. А для некоторых это очень странно воспринимать на себя. Все думают, что мы где-то летали в каких-то космических Мы крыльях. идеальны. Да, ну типа этого. Это такой немножко примитивный взгляд на вещи. К искусству это не имеет никакого, по моему мнению, отношения. Это имеет отношение к сказкам, к легендам. Вот. Такая критика часто приходила, которую даже ты не можешь объяснить, потому что человек, может быть, еще
не понял, что такое может быть, да. Вот. Была разная критика, говорили, а как они могли за ночь дойти туда? Я посмотрел по карте, по какой карте ты смотрел, как ты понял, где это. В общем, такой конструктивной критики я пока, честно говоря, не слышал. Ну и слава богу. Такой вопрос у меня. Часто работая с коллегами, и когда у нас получались какие-то работы определенные, в студенческий период я очень много снимала. То есть если там мои однокурсники одну работу, я уже 3 делала. Ну вот я очень всегда тороплюсь. Конечно, там были помарки, но мне хотелось больше успеть за этот период попробовать разные жанры и так далее. И я замечала, да и потом, когда уже окончили университет и делали профессиональную работу, я замечала, что у некоторых из них при успехе картина, хотя что это всего лишь, даже не песчинка, а крупица песчинки, наша работа в этом огромном кинематографическом мире, но у них началось головокружение. Звездочку поймали. В принципе, наверное, и у знаменитых режиссеров это тоже случается, там, именитых, серьезных, и потом это уже сказывается на всей их жизни в целом. Как ты не поймал звездочку? Или ты ее славливал уже во время музыкального периода? Да, я свою славу хапнул еще, когда... То есть ты уже научился справляться, быть объективным, в первую очередь, по отношению к себе, да? Или как? Сейчас я думаю, просто как правильно сказать, редко встречаются умные интервьюирующие. Поэтому я пытаюсь все сформулировать. Если ты понимаешь, для чего ты это делаешь, и если это твое внутреннее какое-то ощущение, даже когда ты делаешь какую-нибудь комедию или шутку в музыке, или даже если ты какую-то серьезную рок-балладу делаешь или еще что-то, ты понимаешь, что для чего ты это делаешь. Ты понимаешь, что это твое внутреннее. Ты ничего из себя не изображаешь. Тот человек, который из себя ничего не изображает, а действительно делает, а я склонен доверять, что жизненные принципы и принципы в искусстве для человека созидающего это одно и то же. Я так наивно верю. Когда человек начинает изображать, что он что-то делает, понимаешь, даже делает это неплохо вроде бы, умея мимикрировать под какой-то мейнстрим, умея мимикрировать под современные тенденции, все равно рано или поздно человек приходит к тому, что он начинает надуваться от того, что смотри, как у меня ловко получилось всех наколоть. Понимаешь? Наверное, так. Я никогда мне кажется, для мужчины вообще это как-то не совсем... Я про себя сейчас говорю, почему я этим никогда не страдаю. А я вспоминала параллельно, ты сказал, для мужчин это не совсем. Я несколько вспомнила кинематографистов, мужчин, а они надувались. Да ради бога. Вообще для мужчины надуваться, меня воспитали такие люди, что мужчина не должен надуваться от своих каких-то подвигов или неудач. Вообще это ко всему... Стыдно, да? Конечно, ко всему надо относиться одинаково. И к поражениям, и к победам. Когда ты начинаешь слишком уходить вниз от того, что ты поражение где-то принял, или когда ты начинаешь надуваться, что у тебя что-то получилось, все, до свидания. Ты как бы уже не чувствуешь нервов, ты немножко выпадаешь из ситуации. Поэтому мне кажется, сделал, получилось замечательно, все с помощью Всевышнего получилось. Ты здесь кто? Тебе дали возможность, тебе дали возможность, ты это исполнил, как бы, вот и все. Проще к себе относиться Я надо. смотрю, в тебе ярко выражена горская. Если я скажу только о дате, этого недостаточно будет. И что мне нравится, я так чувствую, ты к кавказцам относишься равно, одинаково. Абсолютно. У каждого есть терки. У нас соседи на Кавказе, у всех постоянно терки. Да. Кто рядом живет, между собой. Через одного проблем уже нет, ты понимаешь? Кто рядом, у них постоянные терки. Я просто понимаю, изучаю психологию, сколько себя помню, читаю, изучаю психологию отношений между людьми, между обычными людьми. Не уходить в какие-то исторические параллели, что все мы были такие великие и так далее. Я понимаю психологизм отношений между людьми. Я понимаю, что между людьми на бытовом уровне строятся намного прочнее отношения, чем основанные на каких-то героических, легендарных подвигах. А если тебя подведут несколько представителей какого-то народа, у тебя не будет складываться на весь народ вот это ощущение? А если складывается, то как ты его преодолеваешь? Что ты имеешь в виду, несколько человек подведут? Допустим, для расстрела, для чего? Допустим, сейчас на абхазов не хочу примерять, упаси господи. Допустим, есть какой-то народ, да, кавказский, и ты познакомился впервые с несколькими представителями, несколькими людьми.
этого народа. Ты не успел дойти до хороших, а вот жизнь показала тебе сразу несколько плохих. Как сделать так, чтобы у тебя не складывалось надменное ощущение, пренебрежительное отношение к целому народу? У тебя были такие случаи? Если да, как ты их преодолеваешь? Я же, конечно, вырос в Москве в 90-х годах. Тогда кавказцев не так было много в городе. Мы все как-то старались, если там в институтах или еще где-то там, у меня были и абхазцы друзья, там, и грузины друзья, и армяне, и азербайджанцы. Мы как-то между собой все общались. Тогда это было как-то, знаешь, в 93-м, 94-м году. Вот. Для того, чтобы ко всем не относиться, исходя из того, что ты увидел своими глазами, у тебя должно быть элементарное образование. Ты должен понимать, ты должен читать, и ты должен понимать истоки и происхождение каждого народа, и понимать их суть и ментальность ты должен понимать. До того, когда же ты с этим человеком встретился. Потому что, мне кажется, это только судить по какому-то человеку. То есть ты говоришь изучать историю не только своего народа, но и других. Конечно, в первую очередь, конечно. Твою историю в тебя должны твои мама и папа заложить. Твои родители интеллигентные люди, ты сказал. Да, мама мне очень часто говорила и подкидывала книжечки, и я читал очень много. Старался изучать, мне интересно это было, понимаешь? И заниматься сухим анализом, просто находить, еще раз говорю, вещи, которые связывают, не которые разъединяют, которые связывают. Вчера на днях, мы недавно брали интервью, ты знаешь, у гостя, не буду его имя раскрывать. Он говорил, это единственный способ спасения кавказцам – это держаться друг за друга и искать то, что связывает нас. Конечно. Но сегодня такая тенденция на исторической родине, хочу уточнить, у махаджиров ее нету, я не заметила. Сегодня такая тенденция у кавказцев на Кавказе, что они считают, что их способ в подавляющем, сейчас не все, но в подавляющих случаях, что единственный способ спасения себя и своего народа – это порой они даже как будто бы отрицают, получается, как будто возвышение своего народа, своих достоинств, отрицание соседних. Это способы самосохранения. Этим все страдают. Но это же дорога в никуда. Это обречение, как бы самоубийство, другими словами. Я не политик и не очень разбираюсь в политике, да и не хочу в ней разбираться. Нет, это не в политике. Мы сейчас с тобой говорим как люди, как профессионалы с точки зрения кино, и человеческих отношений. Мне бы с людьми найти связь. Я хорошо, по-другому переформулирую. Когда ты встречаешься с представителями кавказских народов, я сейчас не как политик спрашиваю. Как ты считаешь, то есть понял? Да, я понял. Теперь понял, что я имею в виду? Когда я встречаю любого представителя кавказских народов, я начинаю себя с ним вести как ингуш. И если наши маркеры и поведенческие нормы совпадают, значит он кавказец. Если не совпадают, то если не совпадают, я очень категорично в этих случаях. Бывают ли люди, что провоцируют? Я даже и с русскими, с любым человеком себя везде веду как ингуш, как меня воспитали. Ингуш это как? Объясни. Никогда не ставить себя выше кого-то, и никогда себя не ставить ниже кого-то. И с бомжом, и с президентом разговаривать наравне. И никогда никого не пытаться унизить, и никогда не пытаться себя перед кем-то возвысить. И никогда не хвастаться тем, что ты что-то умеешь больше, чем он. Учтиво разговаривать с людьми. Это в первую очередь. Когда твою учтивость и твой эсдила, если у нас такое понятие, воспринимают за слабость, тогда сразу надо на место сажать. А до этого момента ты всегда должен идти с таким открытым сердцем. Вот как бы такая формула обыкновенная. Вот и все. Да, это человеческая. Какая разница, какой национальности этот человек? Иншаллах, когда у тебя представится возможность снять следующий фильм, что бы ты хотел в этом фильме было? Я спрашиваю в человеческом смысле, в режиссерском. Какие нравственные законы тебе бы хотелось всегда показывать? Ты вчера говорил, человек против системы может идти. Нет, это мне говорили, что человек против системы может идти. Я не хочу давать никаких установок. А что ты имеешь в виду? Я не хочу давать никаких табличек и установок, и табличек никаких на грудь не хочу вешать. Я не хочу никому говорить, что вот так вот правильно, и морализаторством никаким заниматься я не хочу. Мне кажется, когда человек начинается морализаторством и какой-то указ, есть, знаешь, такая категория стихов.
когда всю жизнь идешь ты и делаешь вот так, то значит ты в рай попадешь, вот это все, вот это, сверху так пальчиком. Автоматически себя ставишь на какой-то пьедестал, где откуда ты сверху так пальчиком грозишь и говоришь, смотри, ай-яй-яй тебе будет, вот так вот не делай, вот так вот делай. Это такой лоховской прием, я никогда этим не хочу заниматься и не буду. Я хочу создать такую атмосферу в этом кино, в новом, которая, эта атмосфера сама родит вопросы, на которые человек из своей глубины, из своей души достанет, и на которые он должен дать ответ. Я хочу повиснуть в этом кино в такой тишине, в такой атмосфере, которая даст возможность человеку подумать, что правильно, а что нет. Ну, это самый сложный вариант. Ну вот к этому я стремлюсь. Иншаллах пусть получится. Иншаллах, да. Поэтому вешать какой-то транспарант и говорить, смотрите, вот так вот, да. Например, в первом кино я специально сделал эту точку, специально повесил транспарант, потому что это стилистика русской классики, когда человек задумчиво может сам с собой поговорить. Я специально это сделал. А вот в этом варианте, конечно, я хочу оставить пищу для размышлений. Для того, кто хочет разуметь, для того, кто хочет прочувствовать. Ну и надеемся, что нам эмоционально, мне и моей команде удастся эмоционально создать эту атмосферу. Что ни говори, в начале каждой мысли, как говорят немецкие философы, лежит эмоция. Я благодарю тебя. Спасибо. Надеюсь очень, в следующий раз мы встретимся после следующего фильма и будем Обязательно. уже его обсуждать. Даже во время, я надеюсь, встретимся. Во время съемок. Иншаллах. Иншаллах. Тебе побед, потому что твоя победа – это наша общекавказская победа. Спасибо. Всех благ тебе и твоим родителям, Спасибо. которые тебя воспитали, вложили эти ценности. Спасибо Асма. тебе. Спасибо тебе и спасибо, конечно, этой благодатной земле. Я надеюсь, что я сюда вернусь очень скоро. Иншаллах. Спасибо. Айда, Чирли, Харво, сойти. Считай, ты вернул свою кровь сойти.